Рахмат. Время уже. Багыт, пожалуйста. Да, я задам вопрос партии Элюмету на русском языке. Недавно были дебаты молодых кандидатов. И там из избирателей кто-то задал вопрос, что ребенок тяжело болен и нужно 92 тысячи долларов. Поэтому у меня сейчас вопрос касательно денег. Ваша партия примерно 18 миллионов потратила на агитационную работу. Я вот думаю, я не буду говорить, откуда эти деньги, потому что все равно не получу честного ответа. Я бы хотела узнать, куда вы тратите 18 миллионов? Наша партия и вот эти другие партии миллион только потратили. Ну, миллион с лишним. А ваша партия где-то около 18 или 17 миллионов. Я вот думаю, за эти 18 миллионов можно было несколько жизней спасти, операцию провести, сколько-то там этих объектов в сфере образования построить или молодым специалистам помогать и так далее. Я, конечно, не буду вам какие-то там претензии предъявлять, но вы ответьте, пожалуйста, куда вы потратили эти деньги, на что? Дело в том, что согласно Кодекса о выборах и закона о выборах, любая партия, которая идет на выборы, вправе координировать свой бюджет на свое усмотрение. Разумеется, работает отдельная контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, которая мониторит каждую партию, каждого кандидата на нарушение именно избирательного фонда. И здесь, если на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, потому что я как юрист могу ответить на ваш вопрос, не выявляет и не выявила ни одного нарушения именно в распределении избирательного фонда. На что вы тратите эти деньги? Я отвечаю на ваш вопрос, пожалуйста, не перебивайте. И я думаю, что здесь партия именно рационально тратит и тратит в соответствии с законодательством Кыргызской республики. На что тратит партия свои денежные средства? Согласно устава партии Элюмету, партия имеет право тратить свои все финансовые сбережения именно по избирательному фонду на агитационную кампанию, как это делают и другие партии, и другие кандидаты. Мы здесь ничем не отличаемся, это не первые выборы, и я думаю, что партия Элюмету не стоит в пятерке передовых, так сказать, партий, которые могут похвастаться именно избирательным фондом. Я думаю, что здесь нужно обратить взгляд на другое, именно на то, что какие кадры идут, да, с этой партией, какие платформы они предлагают, это второе. Третье, какие пути решения резолюции они могут предложить как избирателям, так и другим, так сказать, оппонентам. Я думаю, что нужно обращать внимание именно на качество, а не количество. И поэтому я бы хотела вас призвать, чтобы вы также обращали свое внимание на то, как строит программа какая-либо партия. Я думаю, что это главнее, нежели именно акцентирование на избирательном фонде. Благодарю, да. Пожалуйста, Багыт. Конечно, вместо этих баннеров можно было спасти несколько жизней. Это просто мой эмоциональный такой вопрос. Мнение, да, поэтому... Да, значит, вопрос Улуджурт. Эжеке, айтсаңыз, бізде азыр конституция боюнча мамлекеттик тил кыргыз тили, расмий тил орус тили болуп эсептелинет. Ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында сиздердин партияңыздар программаңыздарда кандай иштерди өз алдыңыздарга коюп, жогорку кеңеште кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, же болбосо кандай мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алууну максат кылып койдуңуздар алдыңыздарга?